Здравствуйте, ребята. Садитесь. Чтобы узнать тему нашего урока, вы должны будете решить выражение на карточках. Посмотрите, кто сможет решить первое выражение? Так. Алихан, пожалуйста, прочитай сначала это выражение и найди его значение. Разность чисел 23 и 18 Равна? равна 5. Найди ответ 5. Правильный ответ? 15 и 2 7 равна 46. Правильный ответ? Молодцы. Так, следующее, давай, Илья, прочитай выражение. Выходи к доске. Прочитай выражение на третьей карточке. Разве это сумма будет? А какой знак стоит, Илья? Если стоит знак минус. Ребята, поможем, Илья, если стоит знак минус. Марина, как прочитаем? Разность чисел. Разность, все, дальше сама. Поняла? Если стоит знак минус, мы должны читать. Разность Разность минус 90 и 3 равна... Ну-ка, вспомни, посчитай, 90. Смотри, сколько у тебя помощников в классе. Если 90... 87. Молодец, правильный ответ. Так, бери карточку. Угу. Четвертое выражение, кто хочет? Правильно читает. 34 И? и 34. Ребята, правильно Асеня прочитала? А у тебя, вот, как бы ты прочитал это выражение? Сумма чисел 34 и 34. Конечно, где ошибся? Ну, Рай, где ошибся, Арсений? Он ошибся. Чтение, да, вместо суммы сказал разное. Ну-ка, а теперь прочитай правильно. Арсений, правильно прочитай. У тебя стоит знак плюс. Значит, как ты должен читать? Сумма Ага. чисел Ага. 34 и 34 Равна. 68. Умница. Арсений, правильно прочитал? Хорошо. Так, дальше. Сумма чисел 18 и 32 Равна. равна 50. Точно? Ребята, правильно? Молодцы. Бери карточку, ответ. Угу. Так, следующий, кто хочет? Больше желающих нет? Инжу. Инжу, прочитай выражение на четвертое. Сумма чисел 6 и 8. Она равна? 14. Молодец, найди ответ. Угу. Следующий у кого? Сумма чисел 28 и 39 Она равна? равна 67. Правильный ответ? Молодцы. Умница. Я... 87, 25 равна... Ага, посчитай в уме. Сейчас она посчитает. А я говорю, какой ответ? 62. Ребята, правильный ответ? Молодец, Аяру. Так, и последний пример, Кариночка, давай ты. Теперь прочитай правильно, Карина. Если там стоит знак минус, как мы будем читать, Карина? Когда минус, мы как читаем? Сумма или разность? Вот ты прочитай. 60. Разность Разность чисел чисел 60 и 17 равна чему? Ну-ка, посчитай. Равна чему? 40? 42. Правильный ответ? Нет, Карина, класс недоволен твоим ответом. А какой вот правильный, Амира, какой правильный ответ? 43, конечно. Бери карточку, Карина. Чуть-чуть надо подучиться. Повесь. А вот теперь, ребята, мы узнали тему урока? Нет. А чтобы узнать тему урока, надо произвести одно волшебство. А ну-ка, закройте глазки. Произнесите волшебные слова. А какие волшебные слова вы знаете? Ну-ка. Ну, давайте такие. Наверное, у Ильи это самые волшебные слова. Давайте вместе с Ильей произнесем эти слова. Говорим. Все. Пус! И теперь смотрите, что же происходит. Наши числа превращаются во что? Буквы. Они превращаются в буквы. А помогло что? Ребята, что помогло? Или все-таки ваши сами помогли? Конечно, не волшебные слова, а ваши знания помогли правильно найти ответы на выражения. А вот теперь давайте прочитаем. Итак, тема сегодняшнего урока – умножение. Ребята, мы знакомы с умножением? Да. Оля, как говорит, нет.
Ну-ка, давайте докажем Алихану. Что же такое умножение, Жанебек? Умножение – это сумма чисел, это сумма одинаковых чисел. Хорошо. А вот теперь давайте покажем Алихану, а с чем связано действие умножения? С каким действием, ну, с этим связано действие умножения? С разделителем. У нас такое действие разделитель есть? Нет. Нету. Ну-ка. С делителем. Вчера вашим работам по карточкам мы видим, что только 6 человек в нашем классе выучили таблицу умножения до 5. Ну, отлично. Вы должны провести устный счет. Вы проверили, насколько хорошо вы знаете таблицу умножения. Для этого у вас на работе ребята, смотрите, есть квадратик. Это наше игровое поле. Для того, чтобы играть на этом поле, вам нужна таблица умножения. Но таблица умножения у вас будет не на карте, она будет у вас в голове. Итак, я читаю пример. Ульяна, Ильяс, Албиас. Я читаю пример. Жаль, что время не ходит обратно в наше детство, отрочество, юность. Там, где в знаниях белые пятна заполняли забота и мудрость, где дарил нам надежду и веру самый классный наш руководитель. Нет, на 2. Видите задание? Там 2 балла дается. У кого были ошибки, на 1 балл. У кого много ошибок, они остаются пока на весь. А 2 балла еще это. Так, понятно? Это был первый этап урока, ребята, за этот этап, за игровое поле. А почему вы решили табличкой Илья записать? Потому что там дается слово поровну. Молодец, здесь встречается слово поровну. Это задача на зависимость между величинами. Давайте начертим нашу табличку. Молодцы, ребята. Сколько? На 1. Правильно пишем. На 1. Юля, на второй графе что мы запишем во второй графе? Количество тортов, правильно. И Ульяну что мы напишем в третью графу? Общее количество чего? Что ложили на торт? Вишенок. Запишите. Ну, давай теперь. А я найдем доске. 5 умножить на 3 равно 15. Это был правильный ответ у тебя? Ты проверила себя? Да. Рамазан, что у тебя известно в задаче? Что 9? Значит, 9 предметов. Ты куда напишешь? В какой столбик? Конечно, у нас известно, что в одной коробке было 9 предметов. Что еще известно в этой задачке, Рамазан? Что всего было? И куда ты напишешь 45 предметов? Общее количество. Молодец. И что тебе надо найти в этой задаче? Количество коробок. Значит, ставим знак вопроса. Итак, Инжу, чтобы правильно составить обратную задачу, что мы делаем? Ребята, помогайте. Помните, как мы раньше составляли обратные задачи? Кто помнит? Алихан, чтобы правильно составить обратную задачу, куда мы смотрим? Мы смотрим на первую задачу. Правильно, а именно на? Не на условия. Что, Бегасыл? Молодец, Бегасыл. Ребята, вы забыли, вспомните. Чтобы составить обратную задачу, нужно посмотреть на ответ первой задачи. И то, что написано в ответе первой задачи, а у нас здесь написано 5 коробок было, то теперь будет записано в условии. Значит, что у нас будет известно, Инджу? Что количество коробок было 5. Пиши 5 коробок. Ну, теперь давайте возьмем, Инджу. А что еще у тебя будет известно в твоей обратной задаче? Что еще будет известно? Общее количество предметов. Хорошо, и сколько их будет? 45. 45 предметов. И ты должна будешь найти, что? Инжу, что ты должна будешь найти? Сколько предметов в одной коробке? Ставим знак вопроса. Так, чтобы узнать, сколько предметов в одной коробке, Инжу, что мы будем делать? 45. Угу. 45. 9 на 5. Молодец. Ну-ка, ребята, посмотрю я, правильно вы решаете или нет. Делим 45 на 5 и вспоминаем таблицу умножения. В одной коробке будет 9 предметов.
Хорошо. Так, Инджу, напиши ответ, потому что нам ответ важен. Для того, чтобы составить третью обратную. Угу. Чтобы составить. Так, Свят уже решил, да, задачку? Ну-ка, покажи тетрадочку. Угу, молодец, Свят, думайте. Ребята, кто уже справился, думайте уже на третьей обратной. Ребята, проверим, как вы знаете таблицу умножения, уровень 2. Круг общения. И пусть время листает закаты, превращая их в круглые даты. Мы сильны в жизни учителями, что незримо всегда рядом с нами. За моей судьбой наблюдая, он всегда самый преданный зритель и гордится, слезу утирая. Учитель, учитель, дрогнет однажды свет, и по следам далеких лет вновь тебе вернусь, мой вдохновитель. В жизни И теперь я хотела бы проверить результат. сердце твое всегда со мной. Первый ряд, пожалуйста. Как вы думаете, изменились ваши результаты? Подойдите, пожалуйста, к лестнице и переставьте. Пожалуйста, первый. Не стесняйся. С нас негасима любовь поколений, спасибо. К вам летит вновь и вновь в небо новые птицы. С ваших рук школьных стен нам порой будет сниться шум больших перемен и ваших глаз строгий плен, и ваших глаз милый плен. Дрогнет однажды свет, и по следам далеких лет вновь к тебе вернусь, мой вдохновитель. В жизни такой большой, сердце твое всегда со мной, школьный мой, любимый мой учитель. В жизни такой большой, сердце твое всегда со мной, школьный мой, любимый мой учитель. Школьный мой, любимый мой учитель. 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 Все.